Здравствуйте! Сегодня мы находимся в центре Эрмитаж Казань. Среди экспонатов новые выставки «Путешествия Ибн Фадлана». Уникальные экспонаты собраны сразу из нескольких крупнейших музеев страны. А на открытие по традиции лично приехал директор Государственного Эрмитажа. Сегодня у нас в антракте Михаил Петровский. Михаил Петровский, генеральный директор Государственного Эрмитажа, историк-востоковед, исламовед, арабист, президент Союза музеев России, член Международного совета музеев, экспертного совета по выставкам при Европейском совете, президиума Российского комитета ЮНЕСКО. Считает музеи мостами между народами, местом, где объединяются разные точки зрения. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. У нас в Казани открылась выставка, посвященная путешествиям Ибн Фадлана. И, конечно, вас, как востоковеда, хотелось бы спросить, что это за человек был, чем он был уникален, почему именно его личность, потому что через путешествие мы его личность здесь видим, да, почему его личность вот интересна для выставки? Выставка открылась в Эрмитаже Казани, является неким продолжением такого специального эрмитажного ноу-хау, выставок, которые представляют исламский мир. У нас только что закрылась выставка, посвященная Ибн Баттуте, великому путешественнику, который действительно, о котором можно сказать, что он был за человек. А сейчас мы сделали вот эту выставку с участием большого количества музеев замечательных. Здесь посвящен Ибн Фадлану, здесь в Казани, потому что Ибн Фадлан приезжал сюда. А какой был человек, мы ничего не знаем, значительно больше знаем о том, о той рукописи, о том тексте записки, который он написал, как такую докладную записку о поездке. Только из нее мы можем судить о нем. Он был, скажем так, обыкновенный, нормальный, высокообразованный чиновник. Но он приехал в места, о которых мы сами-то сейчас очень мало знаем, это древние истории, которые были очень экзотичны и непонятны для жителей халифата и основной части мусульманского мира. И он приехал сюда, в Булгары, посмотреть, как здесь приняли ислам и насколько этот ислам правильно и все делают, и дать советы. Так что вот он и был таким чиновником, который очень интересовался тем, что есть. Он интересовался тем, что вокруг него, и тем, что за пределами тех мест, где он побывал. Собрал много очень рассказов, и в результате уникальная рукопись, в которой содержится его рассказ, является самым главным источником по древней, раннесредневековой истории всего громадного региона на север от Средней Азии, Кавказа, вплоть до самого севера, Поволжья, вот это все. Так что замечательная книга. А сам он был человек, который очень хорошо все описал и очень интересовался тем, что вокруг него есть. Побольше бы хотелось таких чиновников, наверное, да? Таких много не бывает. Вот. Но надо сказать, что его труд был оценен, его очень много цитировали последующие другие писатели, поэтому его вот так по имени знали. Хотя про жизнь его мы не знаем практически ничего, кроме того, что он написал в своей описании путешествий. Это, наверное, важнее, то, что он смог оставить такое наследие. На ваш взгляд, что здесь самое интересное, самое уникальное на этой выставке могут увидеть казанцы? Абсолютно уникальна сама выставка. Это очень умная выставка, которая является книгой. Вот о всех тех государствах и народах, и культурах, которые она рассказывает, все примерно что-то слышали, но все представляют очень приблизительно. Ибн Фадлан представлял что-то поточнее, что-то приблизительно. Булгары, гузы, аланы, мадьяры, русы и так далее, и так далее. Все имена знакомые, а что стоит за этим, в общем, довольно трудно представить даже по книжкам и школьным учебникам. Вот здесь по существу впервые мы видим материальное воплощение того, что рассказывал Ибн Фадлан, кто это такие, как эти люди, народы выглядели, какие вещи у них были в руках и чем они отличались друг от друга. И неожиданно вот этот мир, который вообще-то был тогда таким далеким миром для главного центра мирового халифата, предстает таким осязаемым, безумно интересным, безумно различным, разнообразным. И мы видим, как он весь существовал, сколько там было культурных связей, конфликтов, историй. И видим, откуда родились потом Золотая Орда и Русь. Это вот тоже истоки. Вот в этом именно уникальность такой выставки никогда не было и больше никогда не будет, потому что собрать такое количество музеев и такое количество разных, здесь разные клады, разные места на скопах, разные истории, собрать это и издать в такой толстой книге, которую издали, это, в общем, большое дело. Да, действительно, выставка уникальна. А вообще сегодня роль музеев, на ваш взгляд, как она меняется? Потому что вы говорили о том, что музеи – это мосты, это диалоги культуры, но в то же время вы говорили, что диалог – это не чаепитие.
То есть вот как сегодня мы понимаем диалог? На самом деле, есть большой, так сказать, музей, мосты между культурами, слава богу, находятся в одном государстве. У нас эти мосты хорошо работают, и музеи хранители памяти, и музеи представляют всякую память в таком очень объективном и осязаемом виде. Можно по-разному говорить. Вот я говорил о прошлом той истории, которая здесь воплощена. Про нее сведений очень мало. Рассказать можно все, что угодно, придумать. Иногда пишут романы, иногда пишут научные статьи. А здесь можно увидеть, коснуться, не прямо руками, а коснуться к тому, что было, и самому себе представить, как было, о чем подумать. Очень особая такая характерная черта Ибн Фадлана, что там его много загадок. Он про что-то говорит, а мы точно не знаем, про что, о ком. Есть 10 тысяч разных вариантов, а что именно он имел в виду. Вот все это можно продумать здесь, когда приходишь на выставку. Музеи заставляют думать. Вот действительно это не чаепитие. Музей – вещь, которая требует некого усилия. Вот посмотреть, прочитать тексты, посмотреть, как они, самому понять, чем отличаются, не знаю, там, стремена, да, мордовские, русские, булгарские, вот они тут в одном месте, в одной витрине вместе выставлены. Восхититься тому, что Ибн Фадлан говорил, как титуловали царя булгар. У нас есть монеты, где этот титул написан. Не совсем понятно, что был товар. На монетах тоже тот же самый титул, он понятен, это Ел-товар, это что-то ниже просто Кагана, то есть высокий титул. И вдруг оказывается, что точно указал то, что есть на монете. И монета становится частью всей этой истории. Это бывает вообще один случай из 100. Это очень редко. Когда письменный источник находит вот такое прямое свое воплощение материальной вещи, которая найдена. Вот это все создает очень интересную атмосферу, вокруг которой можно фантазировать, но которая заставляет думать о том, какая была эта история, что на самом деле происходило вот на этом пути, где шли дороги из варяг в греки, где шли дороги в Среднюю Азию, где громадные дела совершались здесь, существовали крупные государства, возникали политические союзы, булгары, хазары, разные государственные объединения, сражения, крепости. Вот Ибн Фадлан, он был частью посольства. Посольство еще приехало, чтобы договориться о строительстве крепости царем булгар. Против кого не очень понятно, он должен был построить крепость, но ему дали денег, чтобы он построил, инвестиции привезли. Вот это все дает возможность очень о многом подумать, порассуждать. Это такая книга, которая еще заставляет читать другие книги. Вот в этом великая ее прелесть. И вообще всех музеев. Вот это типичная музейная выставка. Кстати, я объединился, я сказал, очень много музеев. И фонд Марджани, значит, и исторический музей, и музей народов Востока, музей Астрахани, музей Волгограда, еще другие музеи. И все это вместе, вот такой тоже пример музейной работы, когда мы то, что сохраняем, бережем и показываем вместе, совершенно по-другому, рассказывая о том, что у нас есть, по-другому представляя и наши коллекции, и ту громадную роль, которую каждый из этих музеев играет в том месте, где он находится. Такое ощущение, что в последнее время люди стали еще больше тянуться в музей. Вот недавно в Москве буквально выносили двери на выставку Серова в Третьяковскую галерею. Как вы думаете, с чем это связано именно вот к этой выставке? Когда выносят двери, это не очень хороший показатель. Вот. Но действительно люди стали... То, что больше, когда кризис, люди это показывают во всем мире, когда кризис, люди больше ходят в музей, как бы это более доступное им развлечение. Но музей не только развлечения, а размышления. Я не знаю, будут ли тут очереди выносить звери, я думаю, что тут не придется. Но музеи вообще действительно в мире очень хорошо посещаются. Люди ходят, это очень интересно, и в музеи надо, самое главное, водить детей. Вот прийти сюда, все дети, учащиеся, должны прийти сюда. Вот я недавно смотрел учебники моей внучки, и там учебники, какие-то вопросы и про то, кто такие мордва, кто такие хазары, кто там раньше, кто позже, тюрки. Вот здесь они могут увидеть, что это такое на самом деле, потому что в учебниках там совершенно непонятно, что написано, им трудно учиться. Здесь они могут действительно понять. И не только дети, и взрослые, каждый, кто сюда приходит, вдруг все это понимает, осязает. И тогда за словами, которые очень важны для нашей истории, стоит что-то конкретное. Вот вам, пожалуйста, что тут стоит за хазарами. Например, вот такой прекрасный сосуд, который позади нас. Изумительные монеты, оружие самое разное, разные типы сабель,
разные типы поясов. Вот особенно важно тут кочевники, у них пояса, которые каждый имеет свой стиль, принадлежит к разным народам. И все это мы можем показать и рассказать. Вы затронули тему современности, да, какой-то геополитической ситуации в целом. А в связи с этим не возникают ли какие-то проблемы у музеев? Потому что я знаю, в Петербурге проходил первый круглый стол по богохульству. Очень необычно звучит. Вообще, как-то сталкиваются музеи с какими-то, может быть... Ну, значит так, круглый стол про богохульство и первый, и не первый звучит нормально, потому что это одна из больших проблем, да. В принципе, богохульство, не богохульство. Вот люди, которые уничтожают скульптуры на Ближнем Востоке, они богохульники по отношению к культуре или они делают правильное дело? Многие всякие вещи, которые происходят в культуре, они часто определяются разными вкусами, разными идеологиями. И важнейший вопрос, важный для музеев, вот есть ли территории, где разные точки зрения могут существовать вместе? Это музеи. Музей – это священная территория. То, что находится в музее, священно, даже если это кому-то не нравится. Да? Здесь у нас есть вещи мусульманские, христианские, языческие. И независимо ни язычник, ни неязычник не имеет права к этим вещам прикасаться. Вы можете только их изучать, если не нравится, не смотреть. Это очень важная вещь. Музейные территории, это приобретает сейчас особое значение. Диалог культур, дискуссия, беседа культуры, она должна проходить на уровне уважительного. Никто не может сказать, это нельзя показывать. Ну, есть некоторые вещи, которые вроде бы нельзя показывать в какие-то периоды. Вот об этом тоже надо говорить и иметь собственное мнение, но решать это должны музеи. Вот что по каким-то причинам, допустим, сегодняшним показывать нельзя, что музеи считают оскорбительными для других людей. Но это решают музеи, а не каждый кому угодно. Это такая непростая вещь, это вот мы и обсуждали, каким образом таким экспертным решением можно считать, что можно, а что нельзя показывать людям. Как вы понимаете, в разное время это все меняется. То, что сейчас всем показывают и всем все равно, да, по телевидению, когда-то еще 30 лет назад во всем мире было преступлением. Да, это интересно. Вы еще говорили о том, что вообще стремление к прекрасному, восприятие мира вот возвышенное некоторых людей раздражает. То же самое музеи, да? Музеи могут раздражать тех, кто их не понимает. И это же, можно сказать, в целом об искусстве. Если у кого-то дома играет популярная музыка громко, соседи могут промолчать, а если на пианино заиграют, то обязательно по батарее постучат. Это правда, да, за пианино будут стучать. Чем это связано, как вы думаете? Связано с малым культурным уровнем, низким культурным уровнем. На самом деле, к сожалению, у нас сейчас, и в нашей стране, да, во всех странах, культурный уровень низко упал. Есть такая уравнительный уровень, ровный, но очень низко пал. Люди не понимают, что различие – это прекрасно. Что если что-то, что тебе непонятно, это не значит, что это неверно. Если что-то тебе не нравится, это не значит, что это плохо. Вот люди, мы должны приучать, и музей это приучает к тому, что различное прекрасно. Это хорошо, что есть разные вещи, это хорошо, что есть разные языки, это хорошо, что есть разные точки зрения, это хорошо, что есть разные эстетические взгляды. Кому нравятся красивые, я не знаю, там, круглые глаза, кому нравятся раскосые глаза, кому нравится такой нос, кому такой нос. Ну, это самые примитивные примеры. Но так во многом всем и музеи как раз учат тому, что и то, и другое может быть интересно, то и понятно. И они воспитывают две вещи. Они воспитывают вкус людей. А вкус – это такое, что вот понимать прелесть и красоту, но на очень большом материале. Ты знаешь много, вот тогда ты знаешь, что красиво, а что, в общем, некрасиво, но, опять же, только для тебя. И они еще воспитывают другую вещь – это чувство исторического достоинства. Вот то, что рассказывают здесь, это история народов, которые существуют и сейчас, народов, потомки которых живут и сейчас. Это все история, условно говоря, большой Российской Федерации, это история Европы и Азии. И они воспитывают в людях уважение к тому, что было в прошлом. И, в общем, такую, это не гордость и не патриотизм, это чувство достоинства. Вот это тоже я к этому причастен, и значит, я не совсем, я нормальный, я человек. И это возвышает вот эту причастность к истории. Вот это очень важно и даже в терминологии, потому что мы часто вдруг непонятно чем гордиться. Гордиться надо с достоинством, гордиться надо очень серьезно и спокойно. Вот это вся та история, которой мы на самом деле гордимся. И гордимся тем, что она была описана, и гордимся тем, что она археологами и историками восстановлена так, что мы ее, в общем, можем читать. Эту книгу мы читаем Ибн Фадлана так, как его современники прочитать не могли.
Завершая разговор, как раз вы заговорили о традициях. Музей – это своего рода хранитель, да, этих традиций, действительно. А что вы наблюдаете в мире? Как-то меняется отношение к истории и корням? Что сейчас происходит и почему это важно? Ну, я думаю, что на самом деле отношение к истории существует достаточно серьезное во всем мире. И сейчас происходит такое испытание, да, вот сохранять, когда уничтожаются памятники там на Ближнем Востоке, вот происходит испытание. Есть люди, которые уничтожают и считают, что никакой истории не нужно. История начинается только с момента, вот, когда они считают, что она началась. Одновременно люди на этом понимают, что история нужна, важна, и что без нее вдруг понимают, что когда у тебя чего-то лишают, тогда ты понимаешь, что вот это на самом деле очень важно. Ты подумаешь, там, это там Пальмира где-то там была, да, и уничтожили тысячи, десятки тысяч людей, может быть, даже сотни, задумались, а вдруг почувствовали, что их чем-то обделили, и вот тут они начинают думать, вспоминать о существующей истории, о том, что это не просто какое-то развлечение, да, там, туристическое, это часть, условно говоря, нашего ДНК, вот эта культура, которая в истории воплощена. Ну вот этой выставкой мы и стараемся и об этом напомнить, о том, что никакие культуры не исчезают, потому что все равно их найдут и восстановят археологи. Даже все это извлечено из земли, да, это все ушло в землю и вышло из земли обратно, и теперь вот разговаривает с нами. Какие качества больше всего цените в людях? В людях я тут добродушие и доброту. Ваше любимое занятие в свободное время? Думать. Как вы понимаете счастье? Когда нет несчастья, это счастье. Какая ваша любимая мудрая мысль? Терпение прекрасно. Я повторяю все одно и то же, всем журналистам. Что бы вы пожелали всем телезрителям? Я пожелал бы 3 раза прийти, по крайней мере, каждому на эту выставку. Спасибо, Михаил Борисович. Спасибо Вам за выставку в Казани.